9 декабря на календаре, день недели, четверг. Это «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». И это утро, как и всю неделю, встречаем вместе с вами, дорогие телезрители. Мы, Катерина Винокурова и Павел Танин. В ближайший час мы узнаем много нового и интересного. Впрочем, как и всегда. Так, сегодня в нашей студии ожидается гостья, акушер-гинеколог Сардана Такырова. С ней мы поговорим о том, как вакцинируются от ковид беременные. Также узнаем О связях Якутии и Татарстана, потому что недавно решили новые точки соприкосновения, содействия найти, и узнаем, что же это за точки. Помимо этого, поговорим о том, как работается на самом северном рынке, это крестьянский рынок в Якутске, продавцам в 50-градусные морозы. Также узнаем, как сделать массаж от головной боли в домашних условиях. Ну и ознакомимся с киноновинками этого четверга. Напоминаем, что работаем мы в прямом эфире. Вы всегда можете написать свои какие-то сообщения, может быть, вопрос даже задать нашим гостям, ну или просто пожелать всем доброго утра. Мы обязательно это озвучим с большой радостью. Номер WhatsApp 8 914 273 4488. Ну а также не забывайте про нашу страницу в социальной сети Instagram «Утро, _, Якутии». Там все самые интересные материалы из наших выпусков всегда можете найти, прокомментировать, оставить свое мнение, просто репостнуть себе в сторис, чтобы друзья ваши, родственники тоже посмотрели эту красоту. Ну а теперь самое время узнать, насколько холодно было прошедшей ночью и что нас ожидает сегодня. Погода на нашем канале. В центральных районах температура воздуха от минус 30 до минус 31. В заречной группе минус 28, -36. В южных районах минус 7, -12. В Вилюйской группе минус 35, -40. В Нижнеленских минус 27, -33. В западных районах Якутии температура воздуха от минус 19 до минус 30. Холоднее всего сегодня было мирно, минус 30 градусов. В Колымо-Индигирской группе улусов температура воздуха от минус 39 до минус 52. И там холоднее всего было в Уснере, минус 52 градуса. В Янских районах минус 33, -47. Холоднее всего в Депутатском, минус 47. И на северо-западе сегодня минус 25, -32. Помимо этого, что же у нас происходит на полюсах холода? В Верхоянске минус 43, в Эмиконе минус 55. Ну и расскажем о погоде в столице республики. Температура воздуха в 6 часов утра в Якутске составила минус 31 градус, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер северо-северо-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков в Якутске, ветер северо-западный 2,5 метров в секунду. Температура воздуха днем от минус 28 до минус 30 градусов. А тем временем до Нового года остается всего 23 дня. Представляешь, меньше месяца остается. Мне нравится вот эта вот суета, атмосфера предновогодняя. Вчера сходила, кстати, в магазин, там весь ассортимент абсолютно новогодний. Да, и старательно вообще к Новому году мы всегда готовимся. Мы украшаем свои дома, квартиры, дворы, подъезды, в конце концов. И, как правило, хочется все-таки этой красотой поделиться с другими людьми, чтобы они посмотрели, как красиво зарядились новогодней атмосферой. И именно поэтому мы хотим дать вам возможность поделиться, и не просто так, за хорошие ценные призы, поделиться своими работами по украшению. И объявляет наша программа «Утро Якутии» конкурс на украшение новогоднее. Причем в 3 номинациях. Это украшение многоквартирного дома, соответственно, подъезда многоквартирного дома и украшение частного дома. Так мы будем оценивать оригинальность идеи, художественную выразительность, использование технологий светового и иллюминационного оформления, наличие новогодней и рождественской атрибутики. Заявки ваши на участие мы принимаем до 22 декабря. Да, видео или фотографию вы можете отправить на нашу почту, ее видно на экране сейчас, utroякутии@mail.ru. И обязательно нужно указать автора и местоположение дома. А имена победителей конкурса мы огласим 24 декабря. И еще раз напомню, что победителей ждут ценные призы. Давайте создадим новогоднее настроение вместе с «Утро Якутии».
Тем временем в Мирном на главную площадь завезли огромные ледяные кубы, потому что в течение 8 дней ближайших мастера будут ваять из этих льдин настоящие произведения искусства. Напомним, в этом году центр алмазной столицы украсят фигуры голубого тигра, символ 2022 года по восточному календарю, и балериной, которая символизирует год народного искусства и культурного наследия России. Специалисты уже приступили к возведению скульптур, трона и лабиринта. А рождественский сезон оживил разные уголки нашей планеты, несмотря на продолжающуюся в мире пандемию. На горных склонах в США сотни Санта-Клаусов спустились в праздничном заезде, и в Ирландии гребцы в костюмах проплыли по реке Лифи. В Чехии тем временем святой Николай раздал подарки детям, а в Вифлееме открылся рождественский рынок на Библейской улице. Блин, я подумала, что это... Склоны и подъемники на курорте Сандей-Риве в штате Мэн на северо-востоке США в воскресенье были заполнены весельчаками, одетыми в фирменные костюмы Санты с белой меховой отделкой. Среди 232 лыжников и сноубордистов в красном был один спортсмен в зеленом костюме Гринча, вдохновленный книгой доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество». 21-е ежегодное воскресенье Санта-Клаусов на местных склонах принесло не только радость окружающим, но и деньги. В этом году, благодаря его проведению, удалось собрать $4640 для фонда «Ривер», благотворительной организации, которая знакомит молодежь с преимуществами отдыха на свежем воздухе. В тот же день 1,5 десятка любителей падл-серфинга в Дублине отправились на реку Лифи, одетые в костюмы Санты и других рождественских персонажей, вроде оленей и снеговиков. Свой заплыв они совершили в надежде развеселить зрителей, а также пообщаться с другими гребцами. Спортсмены украсили свои доски и весла надувными игрушками и гирляндами. Они махали людям, наблюдавшим с берега и мостов, и звонили в колокольчики. А в Праге дети выстроились в очередь за угощениями от Святого Николая на Староместской площади, когда взрослые готовились к очередному Рождеству в условиях пандемии. Власти сообщили об одном из самых высоких в мире показателях смертности на душу населения. В обычные годы актеры, одетые как Святой Николай, ангел и дьявол, ходили от дома к дому, раздавая маленькие подарки детям и слушая, насколько хорошими или плохими они были за последний год. Но на этот раз святой был один. «Дьявол и ангел на карантине», сказал актер Петр Новак. Муниципалитет Вифлеема открыл рождественскую ярмарку на Звездной улице, объекте всемирного наследия ЮНЕСКО, заброшенном со времен Второй интифады – палестинского восстания против Израиля. После парада с участием Санта-Клауса, больших кукол и танцоров, десятки продавцов открыли свои лавки на рынке. Библейская улица является одним из пунктов христианского паломнического маршрута, который отмечается как часть пути Марии и Иосифа во время их поездки в Вифлеем. После Второй интифады и последовавших за коронавирусом ограничений улица оказалась заброшенной, а ее фирменные зеленые витрины были закрыты ставнями, пока рождественский рынок не оживил ее. В Якутске тоже есть рынок, он как бы не связан с Новым годом, Рождеством. В принципе, это крестьянский рынок, самый северный, работает круглый год, и как бы летом оно понятно, но зимой в 50-градусные морозы – это, мне кажется, настоящее испытание для работников рынка. Да, причем на прилавках всегда свежее мясо, рыба. Ну а продавцы закаленные не только физически, но и характером. А еще они очень стеснительные, скромные. Вот, к примеру, как наша героиня. Я с открытия рынка уже давным-давно. Почти 20 с лишним, почти 30, наверное, я даже не считала. Все время здесь. И уже привыкла до такой степени, как домой иду. Так как мы уже в возрасте, встаем где-то в 4, просыпаемся, уже с мужем чай попьем и приходим где-то к 8 часам. Пока грузчиков найдем, пока то и все. Специальные контейнера нам выделили. Вот туда мы ложим все, вот рыбу, допустим. И оттуда вытаскиваем, вот разлаживаемся, ну и продаем, соответственно. Вообще роль ставня была бы, которая раз закрыли и завтра открыли бы. Легче было бы работать, конечно. Здесь комнату нам выделили, администрация. Вот туда ходим, греемся, чай пьем.
Ну и, соответственно, вот работаем, шевелимся и как-то тепло становится. Одеваемся так, допустим, я покажу. Куртка у меня, вот тоненькая курточка. Вот, жилетик одела сегодня. И кофточка вот такая. Ну, воротник такой, чтобы был. Это валенки у нас. Внутри тапочки иногда одеваю, да? И вот рабочие штаны. Сидим, когда устаем. На пенопластовых этих, вот этих. Ага, они тепленькие, можете посидеть, попробовать. Так как мы очень давно стоим, уже как-то я вот здание очень тяжело переношу. Потому что постоянно холодильники шумят, во-первых. Во-вторых, дыхания не хватает. Уже вот здесь привыкли, мы все время на улице. Я лично люблю на улице. Все устраивает, наверное, поэтому и работаем. А куда деваться? И морской омуль очень хорошо берут, чир покупают. Ну, чир, конечно, чукурдавский очень ценится, допустим. Хороший, жирный он. Ну и колымские бывают, среднеколымские, вот такие тоже хорошенькие, нижнеколымские. Сами рыбу едите? Да, очень люблю Какая строганину. Ну, я омуль люблю, и чир люблю, очень хороший, ну, построгать. Ну, редко, конечно, но так, просто некогда. Это у меня и хобби, и работа, и все, наверное. Но, ну, детей иногда смотрю, внуков смотрю, когда время есть вечером, допустим, могу пообщаться с ними, вот там. О чем мечтаю? Ну, много еще мечтаю, конечно. Дети, чтобы внуки отучились, хорошо образование получили, побольше продать. Пусть приходят, покупают рыбу больше. Вот и все, что могу пожелать. А прямо сейчас мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы нашего телеканала, которые круглосуточно следят за событиями в республике, за ее пределами и в мире даже. И прямо сейчас расскажут они о последних новостях. Утренний блок новостей на Якутии-24. С вами Влад Давыдов. На заседании Комитета Госсобрания Илтумен-Якутии рассмотрели такие вопросы, как социальная гарантия специалистам мобилизованных пожарных охран и дружин в виде повышения зарплаты и предоставления санаторно-курортного лечения. Также был рассмотрен вопрос о необходимости и способах определения тундровой зоны, о том, кто и как должен тушить природный пожар. Все рекомендации будут рассмотрены Комитетом Госсобрания Илтумен, затем уже на общем пленарном заседании парламента. Вопросы рассматривались разные, включая те вопросы, которые изменения в те или иные нормативно-правовые и законодательные акты, также законы, которые на уровне федерации, на уровне республики, в которые должны вноситься изменения. Они обсуждались и были сегодня проголосованы и приняты. Это такие, как, допустим, социальная гарантия наших тех, кто является мобилизованными пожарными охранами, которые у нас тушили. То есть не секрет о том, что сегодня уровень заработной платы у них очень низок. Иногда даже ниже прожиточного уровня. Они не обладают правами, а также тем, что вот как их дети должны быть устроены в дошкольное и школьное учреждение по месту жительства, и являются ли они первоочередным правом на это. Хангаласская центральная районная больница получила новый цифровой флюорографический аппарат. Оборудование поступило в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Новый цифровой флюорограф российского производства является переносным, то есть его можно погрузить в служебную машину и выехать с ним в отдаленные труднодоступные села для обследования местного населения. В течение уходящего года районная больница благодаря нацпроекту здравоохранения получила УЗИ-аппарат экспертного класса, стационарный и 1 переносной рентген-аппараты. В будущем году ожидается поступление еще 2 стационарных рентген-аппаратов для Максоголовского отделения и поликлиники в городе Покровске. У нас имеется 1 стационарный флюорограф, который расположен в поликлинике. И у нас также имелся передвижной флюороаппарат, флюороустановка, которая ездила по населенным пунктам. Но он был старого производства, выработал свой ресурс и как раз вот весной сломался. Ну и вот нам выделили переносной флюороаппарат цифровой, и благодаря ему теперь у нас все населенные пункты Хангаласского района, включая самые отдаленные, будут охвачены флюорообследованием.
В Вилюйске состоялась встреча руководителей социально направленных организаций с представителями отделения Пенсионного фонда по республике. Обсудили вопросы совместных действий по реализации грядущих изменений в будущем году в социальном и пенсионном законодательстве. Кроме того, были рассмотрены вопросы взаимодействия администрации района с Пенсионным фондом по Якутии. Состоялся заинтересованный разговор с руководителями администрации района, где мы обсудили вопросы взаимодействия с администрацией района, с районными организациями, такими как районный архив, органы опеки, особенно по вопросам пенсионного обеспечения жителей Вилюйского района. Хочется надеяться, что по всем вопросам мы достигли консенсуса. Вообще хочу отметить, что в Вилюйском районе орган Пенсионного фонда очень тесно, плодотворно взаимодействует с районными организациями, администрацией. И как результат этой работы это качественное и своевременное назначение и выплата всех пенсий и иных социальных пособий, выплату которых осуществляет Пенсионный фонд. Спасибо коллегам. А в Хангаласском районе уже более 10 лет действует клуб активных бабушек. Его участницы занимаются физической культурой, организовывают внутриклубные мероприятия, общаются, веселятся. В общем, не скучно проводят время. Да, и наша коллега Виолетта Засимова разузнала, как во время всех вот этих ограничений и пандемии работает этот клуб и прошли ли бабушки вакцинацию. Спортивно-оздоровительный клуб «Эрчимнях Абиалер» в этом году отметил 15 лет с момента основания. На данный момент его участницами являются 30 бабушек из города Покровска. Самой старшей – 87 лет, самой младшей – за 50. Вот уже 2 года клуб работает не в полную силу из-за ограничений. Но активные бабушки стараются не забрасывать физические упражнения. Занимаются на уличных тренажерах в городском парке и практикуют скандинавскую ходьбу. Потому что нам нельзя в спорткомплекс, ни в коем разе. Мы в прошлом разговариваем, уговариваем, но мы тоже все-таки все постановления все эти читаем. Мы вот собираемся вот только вот тут вот. И то не всегда. Когда 2, когда 3, когда даже по одному ходим бывает. Ну, чтобы хоть кислородом подышать. Коварная болезнь не обошла стороной и участниц клуба «Эрчимнях Абиалер». Многие переболели, но подавляющее большинство перенесли болезнь в легкой форме. Мы думаем даже, что благодаря тому, что мы занимаемся спортом, скажем, да, соблюдаем ЗОЖ, поэтому вот мы, в общем, мало переболели, ну и даже в легкой форме. Большинство в легкой форме переболели. Что касается вакцинации, то ее прошли около 60% участниц клуба. Например, староста клуба Зоя Иванова переболела ковидом в сентябре прошлого года в легкой форме, без температуры. В марте получила вакцину и буквально на следующей неделе должна пройти ревакцинацию. Но есть и те, кто еще не получил прививку по определенным причинам. Я переболела в прошлом году, в ноябре, но перенесла легче. И сейчас у меня антитела, поэтому еще не вакцинировалась. Еще получила гриппол, поэтому не решает пока. Через месяц можно. Несмотря на гнетущую атмосферу пандемии, бабушки «Эрчимнях Абиалер» не унывают и проводят внутриклубные мероприятия в режиме онлайн. Например, недавно состоялись конкурсы ко Дню пожилых и ко Дню матери. Сейчас участницы клуба готовятся к Новому году и надеются, что совсем скоро коронавирусный кошмар закончится, и они снова смогут полноценно вести активный образ жизни. Специально для «Утра Якутии» Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Вот говоря про вакцинацию, только что мы упомянули, вопрос очень актуальный такой и не дающий многим покоя. Можно ли вакцинироваться беременным женщинам?
Да, и обязательно ли это? Будущие мамы также волнуются, смогут ли они родить в выбранном месте, да? Пустят ли их туда? Да, пустят ли их туда? Об этом мы более подробно будем сегодня говорить с нашей гостьей. Это врач-акушер-гинеколог Акушерского инфекционного отделения Якутской республиканской больницы Сардана Итакыровой. Сардана, доброе утро. Доброе утро. Как у нас вообще обстоят дела с COVID-19 среди беременных именно? Ну, беременные, они, сразу скажу, относятся к высокой группе риска, так как это заболевание у нас поражает в основном тех, у кого снижен иммунитет, хронические заболевания, да, ну, естественно, при беременности все это есть, и часто обострение хронических заболеваний тоже бывает. Но если взять вот настоящий момент, прямо вот данное время, идет относительный спад, так же, как и не только среди беременных, а вообще в целом, да, по ковид. Но вот ориентируясь на прошлый год, можно сказать, что, скорее всего, это временный спад, потому что ну, вот в прошлом году было так же, да, вот относительно меньше стало заболевших, но ближе к весне опять количество увеличилось. А чаще всего какие вопросы возникают у беременных? Ой, у беременных, конечно, очень много вопросов. Ну, я в основном общаюсь с беременными, которые уже болеют, да, в отделении, и очень многие переживают, конечно, не только за свое здоровье, как обычные люди, но плюс, конечно, за малыша. Не беременные, многие спрашивают, когда лучше вакцинироваться, там, до планирования беременности, за какой период. И, естественно, беременные, еще не заболевших, интересуют многих, можно ли ставить вакцину. Ну, вот говоря, когда можно вакцинироваться, да, хороший вопрос, действительно, когда, ну, до какого срока еще можно поставить вакцину или можно на любом сроке эту вакцину получить? Ну вот начнем с того, что для планирующих есть установленный срок. Вообще мы полностью, вот лечение, профилактика у нас идет все в соответствии с клиническими рекомендациями. Есть общие клинические рекомендации, их уже вышло 13 версий, еще недавно вышла версия 13.1. И для беременных тоже 4 версии, в которых прям четко указаны сроки, когда, что делать. И, значит, для планирующих за 3 месяца до планирования беременности, для беременных у нас пока вот по нынешним рекомендациям, начиная с 22 недель, хотя сейчас готовится проект приказа, когда вакцинировать начнут 16 недель, потому что, насколько я знаю, вот в всем мире уже вакцинируют с 16 недель. Вот. Ну, у нас беременные тоже потихоньку начинают уже вакцинироваться, не бояться. Ну, вот говоря про частоту случаев, да, мы, в принципе, как вы сказали, беременные – это все-таки группа риска. Да. Ну, понятно, что это больше группа риска по последствиям заболевания. А часто ли случаи заражения беременных, если вот взять в общей картине? В общей картине, да, довольно часто. Например, если взять общее количество населения и количество заболевших, и также соотнести количество всех беременных и заболевших, наверное, среди беременных будет такая достаточно высокая цифра, хотя я, конечно, эту статистику сама не видела, не проводила, но случаев достаточно много. Вот, поэтому к беременным надо относиться уже так вдвойне, ну, бережно, можно сказать, да, и самим женщинам, и людям, которые их окружают. А из всех вакцин какую-то определенную рекомендуют ставить беременным? Ну вот, кстати, в этих рекомендациях нигде не указано, что вот конкретно какую-то именно вакцину, но если учитывать, что рекомендуют более ослабленным людям Light, спутник Light, то можно спутник Light ставить. Вот раз мы узнали, да, что беременные достаточно часто заражаются, мы знаем, что самое лучшее лечение – это профилактика. Какие могут быть, может быть, какие-то специальные меры профилактики от ковид именно для беременных? Вот есть, как вы уже сами, да, сказали, есть уже методы специфические и неспецифические. И вот вакцина, о которой мы сегодня говорим, относится к специфическим методам профилактики, которая вот конкретно направлена на формирование иммунитета. Также есть неспецифические методы, это про которые мы все знаем. С начала пандемии это у нас, естественно, социальное дистанцирование. Что это значит? Да? То есть избегать места скопления людей, ношение масок, перчаток, антисептики, а также и оздоровление организма. Это витаминотерапия, ну и вот все, что относится к общеукрепляющим методам. В общем, беречь свое здоровье и заботиться о нем. Спасибо, Сардана. Будьте здоровы.
Спасибо за участие в нашем эфире. Спасибо. Ну а у нас на очереди наша постоянная рубрика «Пусть мама придет». И сегодня ее героиней станет Эвелина. Эвелина очень любит готовить и мечтает стать поваром. Сегодня мы познакомим вас с замечательной девочкой Эвелиной. Ей 8 лет. Она уже очень самостоятельная, послушная и старается создавать уют в комнате. Сложив свои вещи, Эвелина с удовольствием садится рисовать. Девочка очень спокойная, скромная, любит подвижные игры, рисовать. Читать еще как бы не очень получается, учимся. В целом с детьми очень дружелюбно, ко взрослым хорошо относится, тактично, трудолюбивая, никогда не откажет, всегда к помощи придет и сама даже свою помощь предложит. Несмотря на свой юный возраст, Эвелина уже имеет большую мечту. Я хочу стать поваром, и я хочу готовить суп, котлету и там мороженое делать и готовить пироги. А еще Эвелина любит проводить время в швейной мастерской. Она уверенно овладевает швейными навыками, и это, безусловно, поможет ей в будущем. Вполне возможно, что в будущем Эвелина достигнет больших успехов в лыжном спорте. Она не пропускает ни одной тренировки, трижды в неделю посещая секцию и занимаясь под руководством опытного тренера. Эвелина сама застегивает сложные крепления и овладевает техникой катания на лыжах. Мы надеемся, что в будущем она станет чемпионкой по лыжным гонкам и прославит родную республику. Эвелина очень хочет обрести семью. Прямо сейчас мы спешим зачитать поздравление, которое пришло на наш WhatsApp номер. И, естественно, с чувством, с толком, с расстановкой, как я говорил в начале программы. Доброе утро! Поздравляем с днем рождения мужа, папу Лобанова Константина Викторовича. Желаем, чтобы желания совпадали с возможностями. С любовью, твои любимые. Мы присоединяемся к поздравлениям и тоже желаем всего самого лучшего. И напоминаем, что вы также, дорогие телезрители, можете кого-то поздравить, просто пожелать доброго утра и написать на наш WhatsApp номер 8 914 2 73 44 88. Ну а впереди нас ждет очередной рабочий день. Их еще осталось два. Да, у некоторых и 3. Мы не говорим про тех, у кого сменная 4. работа, конечно. Да, и, конечно же, большинство из нас проводят его в офисе, либо сидя за рулем, да, соответственно, отсюда вытекают какие-то болезни. Дискомфорт, боли в голове, боли в шее. И, как правило, такие вещи, связанные с опорно-двигательным аппаратом, а в большей степени все-таки со спиной и, опять же, с шеей самой непосредственно. И вот как себе в домашних условиях сделать массаж шеи, чтобы расслабиться, чтобы боли отпустили, узнаем прямо сейчас. Так, сама массаж шеи делается большими пальцами и 3 пальцами рук. Получается, берем правая, левая рука, сами себе. Допустим, это рука Руслана. Чтобы вам понятнее было, тут от черепа, от костной ткани спускаемся вниз до мышц. Вот тут есть парные мышцы, идут трапециевидные мышцы. Мы должны проработать именно их. Поэтому, чтобы вам понятнее было, спускаемся, находим сюда, дальше не уходим, там дальше уже артерии, все это идет. Поэтому чуть-чуть поаккуратнее. Берем пальцами, находим мышцы и работаем по ним большими пальцами. Как вам, Руслан? Болит? Да. Вот. Работаем.
Также идем вдоль основания черепа по мышцам до второго позвонка. Делается это так. Тут помассировали, перешли, тут помассировали, чуть перешли, тут помассировали. С легкими переходами вдоль основания черепа до позвоночника. Позвоночник мы не трогаем вообще. Так, проработали мышцы. Потом берем... попробуйте. Попробуем. Ага. Вот от костной ткани чуть-чуть спустились, нашли мышцы. Прекрасно. А обязательно должно быть как бы болевое ощущение, да? Или если, допустим, делать это регулярно, то боли будет меньше и меньше? Да, боли будут намного меньше, и доводим до того, чтобы боли вообще не было, чтобы боли прекратились. Ага. Все, понял. Легким массажем, потом берем одну руку и щупаем позвоночник себе. От позвоночника чуть-чуть 1,5 сантиметра немножко отступаем и начинаем массировать. Это в сторону, да? Мышцы. С натяжкой на себя. Ниже надо спускаться, да? Не надо. А, вот только здесь? Да, только тут можете проработать. Также противоположной рукой, правой рукой, в противоположную сторону. Но мышца ощущается пальцами, как будто как вот... перекатывает. Да, перекатывает. Как струны. Вот эту зону поработали. Дальше не уходим, там уже, как говорил, артерии, сонная артерия. То есть наша цель только мышцы? Да, наша цель только мышцы. Когда мы смягчим эти мышцы, поток крови будет легче идти в голову. Почему зрение улучшилось? Потому что есть троичный нерв, который отвечает за зрение. Мы туда запустили, получается, кровь, не туда, именно в голову запустили кровь, и он тоже, мягко говоря, начал нормально дышать. Желательно это делать вечером, после работы, после ужина, там, перед телевизором. Минут 7-10 поработали с шеей, потом идем спать. Почему вечером? Потому что если утром мы сделаем, то надо идти на работу, то же самое целый день сидеть, напрягаться, там нервы, всякие эти стрессы испытываем. Холодно на улице, тем более, да, можно застудить, можно перенапрячь мышцы, и эффекта такого не будет. Друзья, будьте здоровы, а более подробно познакомиться с мануальным массажом можно будет сегодня вечером на канале Якутия-24 в передаче «Испытано на себе». Раз, два, три. Испытано на себе. Хочется сказать, что испытуемым был наш коллега Руслан Ачиров. Правда, мы его после вот этого не видели больше. А сам же массаж действительно хорош. У нас вот оператор тоже разминает голову. Соединился, да. Соединился, говорит, очень классно. А еще, я думаю, такой массаж... Такой массаж будет полезен и кинобанам, потому что кинодекабрь будет очень интересный. Да, а киноленты нынче длинные, и в кинотеатре можно тоже посидеть, помассировать и посмотреть хорошее кино. Потому что, во-первых, сегодня, в день кинопремьеры, выходит бродвейский мюзикл, а также мы немножко узнаем о тайнах жизни принцессы Дианы. Да, а для семейного просмотра в кинотеатры приглашают на фильм, мультипликационный фильм про огромную собаку. Я впервые оказалась в Нью-Йорке. Я хочу найти здесь счастье. Новая киноработа Стивена Спилберга «Вестсайдская история» – это современная адаптация одноименного классического бродвейского мюзикла 1957 года. В 1961 Роберт Уайс и Джером Робинс сняли одноименный фильм, который получил 10 из 11 Оскаров и 3 золотых глобуса. Тони, ты нужен нам на этой войне! Спилберг остался верен оригинальному сюжету, по которому между главными героями Тони и Марией, состоящих в противоборствующих уличных группировках, разгорается роман, а действие также происходит в 50-х годах в Нью-Йорке. Временами его трудно найти. Любителям животных и семейного кино поднимет настроение фантастическая комедия «Большой красный пес Клиффорд». Большим и сильным. Тогда нас никто не обидит. Фильм
перенесет на большие экраны сюжет одноименной серии детских книг американского писателя Нормана Бридвелла о девочке, чей маленький необычный щенок красного цвета за ночь чудом вырос до гигантских размеров. Хозяйке питомца предстоит узнать, что огромный пес – это не только большая радость, но и серьезная ответственность. Такое не каждый день увидишь. Может, он голодный? Еще один взгляд на жизнь принцессы Дианы продемонстрирует биографическая драма «Спенсер» от режиссера фильма «Джеки» Пабло Лариани. Картина расскажет зрителям историю напряженных дней 1992 года, когда супруга принца Чарльза приняла решение подать на развод. Главную роль в премьере играет Кристен Стюарт. По словам актрисы, фильм стал погружением в эмоциональное представление о том, кем была Диана в поворотный момент своей жизни. Они все знают. Не знают. А российский фильм включили в список претендентов на «Оскар». Картина режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» поборется за приз в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Да, впервые фильм был представлен на 74-м Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд» и удостоился высоких оценок критиков, заявивших, что фильм окажет воздействие на любого, кто решит его посмотреть. В ноябре он получил награду Европейской киноакадемии. Конкуренцию российской картине составят фильмы режиссеров Украины, Узбекистана, Киргизии и Казахстана. Всего для участия в конкурсе заявки были поданы из 93 стран. Новичком в этой категории стали Сомали, которая впервые заявила свою картину. Да, согласно правилам «Оскара», побороться за приз в номинации «Лучший иностранный художественный фильм» могут картины длительностью более 40 минут, и они должны быть произведены за пределами США и иметь свыше 50% диалогов не на английском языке. Но Якутия и Татарстан расширяют свою зону сотрудничества, скажем так. В этом году между руководствами двух субъектов было подписано соответствующее соглашение и утвержден план мероприятий по его реализации до 2023 года. О том, какая работа проделана за прошедшие полгода и какие еще планы намечены в будущем, нам сегодня расскажет наш гость, представитель Якутии в Татарстане Рамиль Закиров. Рамиль Габдулбариевич, доброе утро. Доброе утро, родная Якутия. Ну да, действительно родная, потому что, во-первых, ранее возглавляли татарскую общину в Якутии, также были депутатом городской думы. Вот новая должность представителя Якутии в Татарстане чему вообще обязывает, какие функции предполагает? Данная должность предполагает работу на общественных началах и при этом дает широкий круг полномочий. Прежде всего, хотелось бы 3 блока определить. Это торгово-экономические взаимоотношения, то есть помогать предпринимателям из Якутии выйти на рынок Татарстана при их желании, при их возможностях. Во-вторых, это якутянам, желающим переехать или проживающим на территории Татарстана, помогать. И в-третьих, это студентам, конечно же, которые обучаются, временно находятся, помогать с адаптацией, помогать с их проживанием, пребыванием там. Угу. Ну, между нашими двумя субъектами и ранее была связь как культурная, да, так и деловые связи. Новые точки соприкосновения появились ли какие? Конечно, время идет, IT-технологии, да, прежде всего, они растут и в двух субъектах, есть чем поделиться опытом друг с другом. Также у нас кинематограф очень сильно развит, для Татарстана очень интересный опыт Якутии в этом направлении. Также для Якутии было бы интересно это сельхознаправление, да, развитие Якутии, потому что этому уделяется большое внимание, а у Татарстана есть большой опыт в этом направлении, поэтому эти блоки достаточно интересны. Вот мы слышали, что в Татарстане уже появились продукты, грубо говоря, от якутских производителей. Что-то уже конкретное, может быть, пользуется успехом? Там? Да, конечно. Мы за полгода удалось на полки ритейла положить продукцию Скифа, рыбную продукцию, положить на полки продукцию ФПК Якутия,
Конечно, есть вопросы по конкурентности, да, но аутентичность их продуктов достаточно заинтересовала жителей Татарстана. Ну а на сегодня много ли якутян проживает в Татарстане? Наша задача, одна из задач, выявить, сколько все-таки якутян проживает на территории Татарстана. Мы эту работу активно ведем, и удалось за это время определить около 100 семей. Да, 100 семей, они больше смешанные, браки, конечно, татары и якуты живут на территории Татарстана. Вот, поэтому работа ведется, надеюсь, к следующему концу этого года мы вырастем в объеме. Ну вот говоря про сотрудничество, все-таки это такое обоюдоострая, да, история, вы нам, мы вам, и так далее. Сейчас больше поговорили о том, что интересно Якутии в Татарстане, а что Татарстану интересно у нас? Ну, представляете, я человек, который прожил в Якутии, я с восторгом на татарском языке рассказываю о красотах Якутии. Все, конечно, хотят приехать сюда. То есть мы развернули Татарстан для татарстанцев на Якутск, на Якутию, и мы говорим о том, что как здесь прекрасно, как здесь здорово и в туристическом плане, и в бизнес-направлениях. То есть инвестиционная привлекательность тоже достаточно широко развилась в этом направлении. А если вернуться к вопросу о том, что в Татарстане представлено якутское производство, как обстоит с этим у нас? Ну, я еще раз повторюсь, да, хотелось бы развиться и опыт перенять по сельскому хозяйству, потому что внутреннее потребление, да, хотя бы для нужд якутян, да, развить это производство и КРС, и птицефабрику там, и так далее. Но помимо этого у нас один блок – это опыт Татарстана, опыт Казани в общественных пространствах. Благо Евгений Николаевич, новый мэр наш, был, да, в июне месяце, увидел, к чему можно стремиться, и я надеюсь, в этом тоже опыт будет перенят. Но все еще в планах. Конечно. Какие ближайшие планы, вот говоря про планы, опять же, по сотрудничеству, именно ближайшие, в ближайшей перспективе? Ну, мы ставим мало планов, но зато конкретно, чтобы они на долгие годы работали. Мы, конечно, хотим в следующем году провести первый цех на территории Татарстана, поставить СРГ на территории Казани, познакомить с культурой все больше населения в этом плане. Поэтому планы достаточно амбициозные, и, надеюсь, они будут реализованы. Еще хотелось бы добавить, что Татарстан другой регион, в котором по моему принципу назначен был представитель Якутии. Надеюсь, этот опыт будут принимать и другие регионы. В других регионах будут назначены представители. Ну вот говоря про ИЦЕХ, я сейчас не вспомню точно год, то ли 14, то ли 15, к нам приезжал мэр Казани. Здесь, я принимал участие на ИЦЕХе, и будет логично, что теперь праздник туда поедет, и его увидят все жители. Были Дни Якутии в Татарстане, и в следующем году будут Дни Татарстана в Якутии. Также мы планируем провести федеральный Сабантуй в 2024 году. Ну, спасибо большое за интересную беседу. Мы сейчас прерываемся на небольшую паузу, и после которой продолжим наш эфир. Спасибо. Сегодня 9 декабря. Теперь мы передаем слово нашим коллегам, которые ознакомят нас с последними событиями, которые произошли в Якутии и за ее пределами. На Якутии-24 утренний блок новостей в студии Влад Давыдов. В Министерстве имущественных отношений Якутии рассмотрели итоги реализации проекта «Эффективный регион» в текущем году. Напомним, министерство в 2020-м стало пилотной организацией по внедрению в Якутии российского проекта под названием «Эффективный регион». Главная задача – оптимизация и улучшение административно-управленческой деятельности различных организаций. Так, только в этом году для оптимизации своих внутренних рабочих процессов Минимущество разработало и внедрило среди своих сотрудников 3 проекта. Один из них – сокращение отчетности по предоставлению земельных участков многодетным семьям. Итог этой работы – специалисты стали расходовать меньше времени на подготовку отчетов, а количество видов отчетности стало в 9 раз меньше. За вот этот период, то есть мы получили колоссальный опыт, наши специалисты прошли обучение по бережливым технологиям. В целом это
у нас, можно сказать, что житейские наши процессы, да, вот вплоть до того, как отнести бумажку, то есть ее отнести через 2 человек, там, согласование получить и направить письмом на почту, да, то есть в этот процесс мы тоже смотрим, их оптимизируем, чтобы не было лишних движений, получается, чтобы люди не тратили максимально малое количество времени на вот эти вот мелкие, даже, казалось бы, процессы, да, ну и вплоть до, если до серьезных процессов говорить, да, то это внесение изменений в нормативно-правовые акты, то есть, которые регулируют тот или иной процесс, то есть за счет этого мы тоже достигаем определенного эффекта сокращения времени. Смарт-библиотека Якутска выпустила серию коротких мультфильмов о бельчатах Белли и Проше, которые учат считать деньги. Для просмотра доступно 6 выпусков. Таким образом, инициатива молодых специалистов библиотеки выросла в целый проект. Они стали победителями гранта Алмаз-Эргенбанка по продвижению и разработке проекта по финансовой грамотности среди учащихся школ. Так, в каждой серии мультфильма герои бельчата узнают о том, что такое деньги, как появился рубль. В одной из серий Проша, например, решает, что ему нужен новый телефон, родители помогают ему начать копить деньги. Всего запланировано 10 выпусков. Посмотреть серии финансиков можно на YouTube-канале Смарт-библиотеки 203. Получается, мы рассматриваем отдельные темы, которые помогают ребенку начать планировать свой бюджет, правильно вообще распоряжаться деньгами. Почему мы вообще взялись за эту тему? Мы начали в 2019 году работать по проекту «Финансовая грамотность населения» у нас в библиотеке и понимали, что повышать уровень финансовой грамотности нужно с раннего детства. Только тогда человек, уже будучи взрослым, он сможет достигать свои какие-то финансовые цели, быть финансово свободным в этом плане. И нужно начинать с возраста, когда человек очень такой с гибким умом, очень хорошо впитывает новую информацию. И как раз-таки подумали, что мультики это будет самый идеальный такой вариант для детей. Спортивные игры народов Якутии 2027 пройдут в Нюрбе. Право на проведение спортивных игр Нюрбинский район получил по итогам голосования коллегии Минспорта. Всего в конкурсном отборе приняли участие 6 районов. Это Алданский, Кобяйский, Ленский, Мегахангаласский, Хангаласский и Нюрбинский. Лидерами голосования в итоге стали Нюрбинский район, получивший 11 голосов, и Алданский район, за который проголосовали 10 членов коллегии. Истина восторжевала. После 30 лет, это в 2027 году, мы принесли большую радость для населения, спортивный праздник в городе Нюрба. Еще в 1997 году у нас прошли игры Манчар. В то время, сами знаете, таких масштабных мероприятий не было. Я от имени населения общественности Нюрбинского района благодарен членам коллегии Министерства спорта, что они поддержали нашу инициативу. В муниципальных районах развитие физического культуры спорта идет должным образом. Есть очень много кандидатов, есть очень хорошие результаты. Много строится спортивных объектов за счет муниципальных районов, за счет республики, за счет федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Поэтому я еще раз уверен, что к 2024 году наша республика, индикатор, который обозначен президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, 55% населения систематически занимающихся, будет выполнен. Желаю удачного вам дня. Передаю дальше слово коллегам. Спасибо, Влад. Ну а на наш номер в WhatsApp опять пришло поздравление. С замечательным событием поздравляют, и я спешу его зачитать. Доброе утро. Сегодня поистине чудесное утро. В день моего рождения племянница Леночка Иванова родила девочку. Самый великолепный подарок. Поздравляю маленькую сладкую звездочку. Ей всего лишь 3 часа от роду. Желаю здоровья, счастья и удачи маленькому солнышку. Марина. Ну, мы в свою очередь также присоединяемся. Маме желаем скорейшей выписки. И, конечно же, ребенку желаем в жизни покорить все вершины. Кстати говоря, о вершинах. Самая длинная лестница открылась в Красноярске. А лестница, ведущая на вершину Таргашинского хребта, открылась для туристов на днях. Новая дорога, строительство которой началось летом, соединяет 2 природные достопримечательности Красноярска. Это заповедник Столбы и Таргашинский хребет в один туристический кластер. Лестница состоит из 1683 ступеней, а общая протяженность объекта достигает 1 километра 200 метров. Желающие подняться на хребет
свет в среднем потратят около 40 минут, а также столкнутся с перепадом высот в 240 метров. На территории маршрута находятся 3 смотровые площадки с видами на уникальную природу Красноярского края. Туристам встретятся участки со скалами, равнинами и густым хвойным лесом. Особое впечатление объект производит в вечернее время, когда включается подсветка, смонтирована на всей его протяженности. Также на маршруте установлены скамейки, чтобы желающие могли перевести дух. Несколько масштабных проектов по обустройству природных зон Красноярска. Доброе утро! Сегодня 9 декабря, и сегодня отмечается день рождения компьютерной мыши. Да, придумали ее в 1968 году. Придумал ее американский изобретатель Дуглас Энгельбарт. Именно в этот день он продемонстрировал в работе первую компьютерную мышь. Изначально это изобретение представляло деревянный куб на колесиках с одной кнопкой. Своим именем компьютерная мышь обязана проводу. Он напоминал изобретателю хвост настоящей мыши. А какими еще событиями запомнился сегодняшний день, узнаем прямо сейчас. На календаре 9 декабря. Сегодня отмечают День Героев Отечества, Международный день борьбы против коррупции, День ведомственной охраны железнодорожного транспорта России, День рождения компьютерной мыши, День грузчика, День рождественской открытки, День кондитерских изделий, День рождения Оли Лукойе. Народный праздник посвящен годовщине освящения собора великомученика Георгия Победоносца в Киеве. В народе этот святой считался повелителем волков и охранником скота. Ему молились, чтобы дикие звери не нападали на домашних животных. Хозяйки в этот день выпекали печенье в виде коней, которые относили в поле. Также в этот день те, кому предстояло длинное путешествие, молились об удачном завершении пути. Чтобы предсказать погоду, люди наблюдали за водой в колодце. Если она была спокойной, то ждали теплую зиму. Рябь на поверхности предвещала вьюги и метели. События в этот день. В 1836 году состоялась первая постановка оперы Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя» Иван Сусанин в Петербурге. Левант Ричардсон из Чикаго запатентовал усовершенствованную версию роликовых коньков. Американский изобретатель Дуглас Энгельбарт на конференции в Сан-Франциско представил первую в мире компьютерную мышь. В этот день было возобновлено издание газеты «Коммерсант». Впервые отмечен Международный день борьбы с коррупцией. В Лондоне окончилась эксплуатация рутмастеров, знаменитых двухэтажных красных автобусов. В этот день родились Джон Мильтон, английский поэт, мыслитель; Клод Луи Бертоле, французский химик; Петр Кропоткин, русский анархист, географ, историк; Александр Иванов, советский поэт, публицист, пародист, сатирик и телеведущий; Михаил Петровский, советский и российский ученый, востоковед, исламовед, академик; Джон Малкович, американский актер, продюсер и режиссер. Именины сегодня отмечают Ян, Яков, Юлиан, Тихон, Петр, Николай, Назар, Михаил, Иннокентий, Илья, Иван, Егор, Даниил, Георгий, Василий, Афанасий. Ну а мы хотим напомнить, что программа «Утро Якутии» объявляет конкурс для своих любимых телезрителей. А так, если вы украшаете свои дворы, подъезды и создаете праздничное настроение, то этот конкурс для вас. Да, Так, он проводится в 3 номинациях. Я напомню, это лучшее украшение частной территории, украшение многоквартирного дома, украшение подъезда многоквартирного дома. И в каждой номинации предусмотрены ценные призы.
По каким критериям мы будем оценивать? Это оригинальность, художественная выразительность, использование технологий светового и иллюминационного оформления, наличие новогодней и рождественской атрибутики. Заявки на участие принимаем до 22 декабря. Да, видео и фотографии можно отправить на почту utroyakutii@mail.ru с указанием обязательно автора и местоположения дома. А 24 декабря мы обязательно объявим имена победителей. Поэтому давайте создавать новогоднее настроение вместе с Утро Якутии. На этом наш эфир подходит к концу. Мы желаем вам отличного настроения, хорошего дня. Еще 2 дня и будут выходные, и этому можно порадоваться сегодня. Да, не только отличного настроения, а новогоднего настроения. Праздник все ближе и ближе, значит, все хорошо.